Санитарная обработка общественных пространств. В столице региона начались дезинфекционные выходные. Инспекторы Хангаласского лесничества назвали теплую зиму причиной массового размножения гусениц сибирского шелкопряда. Праздник великого и могучего. Сегодня день рождения Александра Пушкина и день русского языка. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. В выходные в столице республики начали санитарную обработку. С 6 по 7 июня приостанавливается работа общественного транспорта для дезинфекции. В воскресенье во всех предприятиях и организациях будет организована санобработка. Также приостановят работу магазины непродовольственных товаров и оптовые базы. Магазины продовольственных товаров закрываются с 16 часов по якутскому времени 6 июня до 8 утра по местному времени 8 июня. Отмечается, что городской парк также будет закрыт для посетителей. На дезинфекцию общественных пространств отправилась и наша съемочная группа. Ульяна Шагина на прямой связи со студией. Ульяна, приветствую. Расскажи, что обработали к этому часу. Добрый день, Юлия. Дезинфекция общественных пространств как Якутска, так и республики продолжается днем и ночью. Сегодня мы наблюдаем за работой МУП Жилкомсервиса. Они еще с середины мая начали обработку, дезинфекцию всех улиц, скверов города Якутска. Если вы у себя во дворе увидели работника в белом костюме, в маске, в перчатках, одетого как космонавт, то это означает, что в вашем дворе сейчас проходит дезинфекция. Работники опрыскивают улицы. Можно посмотреть вот из такого устройства. На вид оно вроде как легкое, пластмассовое, но при этом сюда входит 15 литров специального средства. Это гипохлорид натрия 5%. Разводят ее специально водой, чтобы сделать предельно допустимую концентрацию, безвредную для людей. При этом, как говорят сами специалисты, это средство абсолютно безвредно как для людей, как для животных, так и для растений, но при этом очень хорошо убивает вирусы. И директор МУП Жилкомсервиса Валерия Белоус рассказала нам о работе своих бригад. Наша организация по Якутску производит санитарную очистку, в том числе обработку общественных пространств, дезинфекцию хлорсодержащим препаратом хлормисепт. Сегодня у нас в городе работает 6 бригад, по 4 человека. Охвачен центр, центральный округ, Губинский округ. Сегодня мы обрабатываем тротуары многоквартирных домов, детские площадки, остановочные комплексы и скверы. Обработка осуществляется ранцевыми распылителями, то есть вручную, и 2 препаратами Посейдон. Напомню, что такого средства в целом по республике примерно выделено около 14 тысяч литров или 14 тонн, так что здесь средства хватит на всех. Помимо этого, МУП Жилкомсервис уже завтра начнет обрабатывать городской парк отдыха. Ну а в ночное время Якутдорстрой поливочными машинами также опрыскивает городские улицы. В общем, можно сказать, что работа ведется, и главная задача на сегодняшний день всех служб максимально обезвредить городские улицы. У меня на этом все. Юлия. Ульяна, спасибо. Главное, чтобы это было эффективно. Первое российское лекарство от коронавируса с 11 июня будет доступно для лечения больных по ОМС. Об успешном создании препарата Авифавир президенту сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Напомню, на прошлой неделе препарат был зарегистрирован Минздравом. Кирилл Дмитриев рассказал, что он был разработан в Японии для лечения гриппа, а в России его немного модифицировали. Также докладчик объявил о создании совместного предприятия по производству антител к вирусу на основе плазмы.
Инспекторы Хангаласского лесничества назвали теплую зиму причиной массового размножения гусениц сибирского шелкопряда в центральной части Якутии. Первые сообщения о том, что гусеницы объедают деревья, начали поступать в начале недели от жителей Покровска. Вредители были замечены в городском парке. Инспекторы Хангаласского лесничества провели проверку, которая выявила на лесных насаждениях большое количество гусениц сибирского шелкопряда размером от 5 сантиметров. В течение недели аналогичные рейдовые проверки прошли в других населенных пунктах Улуса. По предварительным итогам осмотра на местах большое количество очагов размножения наблюдается в селе Бугнихтах, Лоханан, Покровск, Тюхтюр. В остальных населенные пункты еще проверяются. В среднем на одно дерево мы посчитали от 47 до 128, ну примерно так, штук гусениц. Причиной массового размножения шелкопряда является теплая зима, и в этом году много снега. В поселке Сангар в Международный день окружающей среды инспекторы по экологическому надзору и детской экологической организации провели акцию. Субботники проводятся ежегодно. Юные экологи охраняют и берегут это уникальное место. Только здесь растет редкий в мире цветок змееголовник эндемик и хамиродос – растение, занесенное в Красную книгу. Юные экологи, наблюдая за этими растениями, ведут научно-исследовательскую деятельность. В этот день провели субботник, как и ежегодно. Он у нас уже вошел в добрую традицию. Совместно со школьниками, именно Дэнио, который находится у нас при Сангарской гимназии. Они на нашей сопке нашли произрастающее растение девятисильник, который находится в Красной книге. Он как бы редкий очень. И мы каждый год примерно в это время всегда проводим там субботник, смотрим за ним, как он произрастает, в каком состоянии. Вот. И это радует о том, что даже наши дети, они неравнодушно относятся к нашей природе. Судоходные пропуски из водохранилища начались на каскаде Вилюйских ГЭС, сообщили в Якутскэнерго. Суммарный расход воды через гидроузел составляет 1100 кубометров в секунду. Отмечается, что продолжительность сброса воды будет зависеть от развития гидрологических условий в бассейне Вилюйского водохранилища и навигационной обстановки в нижнем течении реки Вилюй. Нюрбинский ГОК обзавелся талантливым программистом. Им стал их же главный специалист по автоматизации Николай Черемин. Своими разработками специалист облегчил работу десяткам коллег, рассказывает Роман Муконин. Задержки рейсов, ошибки в списках вылетающих. С этими и другими проблемами в Нюрбинском ГОКе частенько сталкивались во время полетов в Накын. Но теперь часть организационных моментов на себя взяла программа Накын Fly. Разработка главного специалиста упрощает регистрацию сотрудников на рейс и автоматически извещает их о каких-либо изменениях. На свой проект Николай Черменин потратил немало времени, но результат, считает, стоил этих усилий. Это позволило сэкономить комбинату около 7 миллионов рублей, а также время сотрудников. Работа программиста всегда включает в себя различные сложности, то есть начиная от аналитики, от бизнес-процессов и заканчивая непосредственно уже выстраивание какого-то общего алгоритма, который будет и завершением отображения программы, которая будет понятна не только узкому кругу лиц, а также, в принципе, всем сотрудникам и специалистам. Вторая его разработка, благодаря которой сотрудники автобазы и АТИС вздохнули свободно, модуль Марс. Он объединил в единую платформу две программы – Венка, которая используется для горно-транспортных расчетов, и Боска-Дровик. Теперь все операции выполняются быстро и гораздо эффективнее, без ручного заполнения ведомостей и лишних трудозатрат. И самое главное, разработка Николая позволяет экономить предприятию около 8 миллионов рублей. Эта программа принесла очень большое облегчение в работе, намного. То есть все, кто работает с этой программой, они, в общем-то, довольны. Очень много каких-то полезных отчетов. И удобно, это даже не то, что, скажем, это не те, наверное, слова, да, людям нравится работать. Потому что когда работа не рутинная, она
но является как бы созидательной, то есть очень сильно мотивирует. А еще Николай Черменин придумал, как поздравлять коллег, тоже с помощью программы. Она присылает всем сотрудникам на электронную почту поздравления с подписью директора предприятия. Сейчас Николай работает над другими проектами, которые позволят еще больше упростить жизнь различным службам ГОКа. Роман Муконин, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». В Якутии стартовал мобильный избиратель. Любой гражданин России, где бы он ни находился, сможет проголосовать на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на удобном для него участке для голосования вне зависимости от места своей регистрации. Подать заявление о включении в список участников голосования по месту нахождения можно будет с 5 по 21 июня. В электронном виде на портале госуслуги, в любом многофункциональном центре «Мои документы» и в любой территориальной избирательной комиссии. Для голосования по поправкам в Конституцию в Якутии напечатают 500 000 бюллетеней. Этим займется типография медиахолдинга «Якутия». Процесс продлится несколько дней, после чего их развезут по муниципалитетам. За процессом печати наблюдала Ульяна Шагина. Несколько тонн такой бумаги превратятся в бюллетени для голосования к поправкам в Конституцию. Уже к понедельнику на этих станках типографии будет отпечатано более 500 000 специальных бланков. Мы единственная типография, которая в Якутии, которая имеет всякие может печатать бюллетени там, со всякими степенями защиты. Поэтому здесь доверяется нам. Это делается давно, и наши работники ощущают большую ответственность этим процессом. Весь процесс начинается вот в этом цехе. На больших печатных станках японского производства за раз распечатывается 25 таких уже готовых бюллетеней. Вот эта вся бумага 24 000. Она вся идет на бюллетень. За какое время вы ее уже распечатали? Где-то 4 часа точно закончится. За 4 часа. После распаковки новой пачки оберточная бумага в целях экономии не выбрасывается. Ее аккуратно складывают в углу. В нее упакуют уже готовые бюллетени для отправки, чтобы защитить от грязи и влаги. В этом цехе резчик Петр Барашков замеряет линейкой ширину и длину каждого бюллетеня. Машина для резки превратит формат А2 в 4 листа А4. Чтобы было все по размерам, по каким должно быть, по стандарту. Миллиметры. Чтобы рамка вот эта вот ровная была. Главное размеры выставить нормально, а там уже машина сама все сделает. Еще один важный и ответственный момент после печати – это, конечно же, подсчет бюллетеней. В основном здесь работают женщины, так как в этом процессе требуются ловкие руки. Каждая из них отсчитывает по 1000 экземпляров и упаковывает их в пачки. И уже совсем скоро готовые бюллетени разлетятся по всей республике. Можно, конечно, это счет, чтобы не ошибиться. После сортировки считаем согласно по разнарядкам. Потом режем и упакуем. Тоже, там бывает не точно, например, 100 штук, там 500, да? И вот по разнарядкам бывает там какие-то улусы меньше берут. Форма бюллетеня единая для страны. Каждый лист содержит всего один вопрос. Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации. И 2 варианта ответа – да или нет. Готовый тираж будет передан в территориальные избирательные комиссии. Напомним, голосование для всей страны пройдет в единый день, 1 июля. Ульяна Шагина, Владимир Павлов, Якутск. Глава региона Айсен Николаев поздравил якутян с Днем русского языка. Дата 6 июня выбрана не случайно. Именно в этот день родился великий русский поэт и писатель Александр Пушкин. В этот знаменательный день мы отдаем дань памяти и уважения основоположнику русского литературного языка. Глава республики призвал беречь великий русский язык и пожелал всем счастья, здоровья, мира и добра, успехов в совершенствовании языковой культуры и новых познаний.
Праздничные мероприятия в этот день пройдут на различных интернет-платформах и телевидении. Стихи Александра Пушкина прочтет народная артистка республики Зоя Багананова на радио НВК «Саха» в 12:25. Тематическую подборку «Пушкин» на якутском языке подготовили в электронной библиотеке Национальной библиотеки республики. В коллекцию включены переводы гениальных творений поэта на якутский язык. Филологический факультет СВФУ приглашает принять участие в марафоне «Пушкин о любви». Цель – популяризация чтения, русской классики и творчества. Условия – загрузить 3 цитаты о любви из любых произведений Пушкина, добавить хэштег «Пушкин о любви». Посоветовать 3 друзьям найти цитаты Пушкина о любви и... Также на телеканале «Якутия-24» запланирован показ спектакля Русского драматического театра имени Пушкина «Сказка о царе Салтане» Александра Пушкина. Начало трансляции, согласно информации пресс-службы Министерства культуры и духовного развития, назначено в 20 часов 14 минут по якутскому времени. Режиссером постановки является Галина Карасева. Также сегодня актеры Русского драмтеатра и Саха-театра имени Аюнского читают Евгения Онегина. В эфире НВК телезрители смогут увидеть декламацию в 12:20 и 17:45, а в эфире телеканала «Якутия-24» в 19:45. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий.